Владивосток – самый восточный город России. С приморской сцены Мариинского театра звучат звонкие голоса солистов. Отсюда начал свое шествие Всероссийский марафон, крупнейший проект Российского года театра. Я хочу сказать, что это праздник не только театра, актеров, тех, кто здесь работают на этих сценах по всей стране. Это праздник зрителей. И прежде всего, этот год театра – это год зрителя. Я надеюсь, вы это поймете, если еще и еще будете ходить в театр. А я вам желаю полюбить театр так же, как любите все вы своих детей. Эстафета длиной в целый год должна познакомить жителей страны с репертуаром региональных театров, а самим театрам поможет раскрыться и не замкнуться в себе. Причем кроме самих деликатесов для зрителя, марафон – это еще и место для общения между профессионалами. Какая интересная вещь и с точки зрения возможности зрителей познакомиться с театрами, которые никогда не бывали у них дома, на родине, и с точки зрения актеров, режиссеров познакомиться с новыми аудиториями, обменяться опытом, потому что проходят и встречи с общественностью, и мастер-классы, и лекции, и постановки. Ну и мы по мере сил тоже проводим небольшую ревизию нашего театрального хозяйства. Символ марафона, словно олимпийский факел, передается от города к городу, от театра к театру. Изящная фигурка выполнена в форме древнегреческого амфитеатра. На задней стороне красуются гербы всех 85 регионов России. Это своеобразный проводник в удивительный и загадочный мир сцены. В Рязань пришел символ театрального марафона, и когда мы взяли его в руки, я лично взяла это в руки, и когда ты понимаешь, что его держали, начиная от Дальнего Востока, что огромная Россия – это одна, не очень большая, но театральная семья. С января в марафоне приняли участие уже 74 региона России и 123 театра. Гастрольный репертуар поражает разнообразием. Принимая эстафету, регионы старались и удивить, и показать лучшие стороны. Настоящий калейдоскоп жанров от греческих трагедий и близких каждому бытовых зарисовок до абсурдных комедий, сказок и притч. Даже искушенная публика находила для себя что-то новое, а некоторые старались покорить самого требовательного и самого юного зрителя. Ну а кто-то пошел по другому пути. Драматические актеры города оружейников и мастеров Тулы в день передачи символа марафона поставили спектакль «Земля Эльзы». Это трагикомедия про понятное всем и порой такое труднодостижимое человеческое счастье, которое у каждого свое. Вдова я сегодня. Да, я тоже вдовец. Да? Да. Давно? Да год уж как. О, видите, год. А у меня так неделя. Был бы у меня год, может, я тоже бы. Ну, все равно прекратись. В каком бы возрасте человек ни находился, он имеет право, вот как я уже сказал, быть счастливым, он имеет право на любовь и на самовыражение. Вот. А чаще всего наша жизнь и окружающие нас люди, они для своих самых близких людей, они считают, что им счастье то, которое они понимают и они видят, а оно уже у каждого свое. Видение и понимание. И вот это вот, наверное, право быть свободным в своем выборе счастья. Это вот самое главное. Независимо от жанра постановок, у театрального марафона неизменная цель – познакомить и объединить, чтобы мастера сцены лучше поняли современного зрителя, чтобы искушенные театралы охотнее шли на эксперименты и открывались новым жанром, чтобы целые регионы могли окунуться в чужую театральную культуру. Это важно для театров Северного Кавказа, потому что через театральное искусство мы можем сегодня и сблизить наши народы, и ознакомить с разным творчеством разных народов, особенно живущих здесь на Кавказе. Это, я считаю, это очень полезное дело. Именно Северный Кавказ передает театральную эстафету Северо-Западному федеральному округу. Наша Коми удостоилась чести принимать ее самой первой из регионов Северо-Запада. Интересно, что в республику Всероссийский театральный марафон приходит в особенное время, аккурат к окончанию 3-го Северного театрального фестиваля. На сцене театра драмы имени Виктора Савина 11 театров из 8 субъектов Северо-Западного округа показали 14 конкурсных спектаклей, от классических до экспериментальных.
Дагестанский драматический театр покажет в Коми 2 комедии и музыкальную сказку, а затем марафон продолжит свой неумолимый бег от нас в Нарьян-Мар и дальше вплоть до Калининграда, заряжая еще больше зрителей любовью к этому многогранному и бессмертному искусству, которое мы называем театр. Евгений Стокос, телеканал Юрган.